Приветствую зрителей национальной вещательной компании «Саха», телеканала «Якутия-24», радиостанции «Татим». Сегодня мы даем старт отчету правительства Республики Саха-Якутия за деятельность в 2020 году. У нас сегодня в студии председатель правительства Республики Саха-Якутия Андрей Владимирович Тарасенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые якутяне. Как известно, ежегодные отчеты правительства проводятся в нашей республике уже вот в 23-й раз, и в 3-й раз подряд они стартуют с формата телеэфиров. В этом году, как я понимаю, все будет по-другому. Будет ряд нововведений. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Да, вот я приехал с других регионов, был в органах власти в других регионах, и, соответственно, знаете, я столкнулся здесь с очень интересной и хорошей практикой. Это отчет перед населением за проделанную работу правительства. Такого вот я, знаете, не встречал во многих регионах. И эта практика настолько интересна и хороша, само собой. Почему? Потому что она дает возможность людям услышать и увидеть, что за год правительством в республике сделано. То есть каждый житель сегодня может на себе не только ощутить реальность той выполненной работы, то есть он видит и так уже сегодня то, что там лучше или хуже стало. Данное мероприятие, вы знаете, оно объединяет людей, как бы делает единым жителям республики. Потому что когда ты смотришь только то, что сегодня тебя коснулось, это один вопрос. А то, что сегодня дало, какое развитие и ход развития жизни в целом в республике, оно позволяет сделать хороший вывод о всех действиях, которые правительство направило. Андрей Владимирович, правильно ли я понял, что традиционных выездов членов правительства Якутии в каждый населенный пункт республики с отчетами в этом году не будет? Да, правильно вы поняли, верно, не будет отчета. У нас будет весь отчет составлять вместо трехчасового эфира, как было раньше. У нас будет 6 площадок, 6 эфиров, где будут выступать мои зампреды и министры на этих площадках. И каждый житель сможет задать вопрос и участвовать в беседе. Поэтому помимо всего этого будет у нас обязательно прямые эфиры с местными властями, где могут все также принять жители в беседе с правительством. Ну и плюс много цифровых площадок, которые позволяют сегодня организовать все вопросы в режиме онлайн. Год у нас только начался. В процессе года мы постараемся все равно где-то посетить какой-то район. Вот я сегодня там посетил 10 районов. Соответственно, у меня еще впереди посещение всех остальных районов. Соответственно, и правительство будет ездить. Знаете, вот я пришел с августа месяца в республике, и мне, конечно, я привык все потрогать руками, посмотреть, осмотреться, потому что любое заключение, которое там написано на бумаге, оно имеет много вопросов. А когда сам своими глазами видишь, как развивается сельское хозяйство, как, да даже идешь по дороге и уже понимаешь, достаточно ли этой дороги. Сам, когда проедешь, пролетишь, почувствуешь всю ту боль или те хорошие работы, которые сделаны, пока сам не почувствуешь, ты никогда не поймешь, что это в действительности хорошо или плохо. Поэтому я всегда езжу и смотрю, начиная от того, как быт, где помойка расположена, как с водой, как с электроэнергией, как с теплом, какие проблемы есть у предпринимателей. И все это собираешь в общий узелочек и смотришь, как его потом развязать. Что нужно сделать, чтобы в действительности здесь наладить всю систему жизни и быта, и работы.
Да, совершенно согласен. 2020 год изменил весь мир, каждого из нас. Это и проблемы с экономикой в мировом масштабе, это и проблемы на сырьевых рынках. Как, по-вашему, республика преодолела этот ужасный период пандемии? Вы знаете, вот конец года мы ожидали более с худшими результатами, что пойдем. Но вот пандемия нас сплотила и дала возможность сосредоточиться на ключевых задачах, которые нам сегодня для республики важны. И мы эти задачи все к концу года решили, и фактически мы исполнили весь бюджет, национальные программы все выполнили фактически. И показатели по рейтингу мы 20 место заняли. За счет дополнительных поступлений из федерального и республиканского бюджета удалось своевременно оснастить учреждения здравоохранения, осуществить дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам, обеспечить лекарством население и организовать бесперебойную работу санитарной авиации. Меры социальной поддержки, которые были приняты правительством Российской Федерации, такие как повышение максимального размера пособия по безработице, назначение выплат для детей, смягчили само воздействие кризиса на занятость и располагаемые доходы населения. У нас 160 тысяч семей с детьми, 12 тысяч безработных получили помощь в виде выплат и пособий на сумму порядка 9 миллиардов рублей. Что касается бизнеса, 2 миллиарда рублей направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства. А системообразующим предприятиям оказана помощь порядка 7 миллиардов рублей в виде льготных кредитов, субсидий, госгарантий и отсрочек по налогам. Наиболее крупным проектом, реализованным в 2020 году, который окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие нашей республики, это стал запуск в сентябре резидента ТОР Южная Якутия. Это крупнейший комплекс в России по добыче и переработке коксующегося угля. Также отдельным блоком хотелось отметить серьезные продвижки в развитии арктических территорий в республике. Не только утверждена стратегия развития арктической зоны, но и началась ее практическая реализация. Впервые волоконно-оптическая линия связи проложена за полярный круг в село Оленек. Внедряются альтернативные источники энергии. В поселке Тикси введен в эксплуатацию, не имеющий аналогов в России, ветродизельный комплекс мощностью 3,9 мегаватт. В 2020 году начата реализация пилотных проектов как «Молодой оленевод», «Учитель Арктики». 11 молодых оленеводов арктических районов получили выплаты в размере 1 миллион рублей на улучшение жилищных условий. 92 выпускника педагогических специальностей получили выплаты проездных и подъемных расходов. Поселок Жатай стал первым населенным пунктом в России, в котором полностью ликвидирован аварийный жилищный фонд. Несомненные результаты комплексного цифрового развития были отмечены званием «Цифровой регион». Важнейшей также инициативой, которая повлияла на патриотическое воспитание детей и молодежи, стало проведение Года патриотизма в республике. В акции памяти и помощи ветеранам приняли участие более полумиллиона человек, в том числе 220 тысяч молодых якутян. Продолжая тему работы, которая предстоит в 2021 году, нельзя не затронуть о стратегических задачах республики на этот год. Особенно можно обратить, я думаю, внимание на национальные проекты. Будет ли продолжена работа в этом направлении? Да, все национальные проекты, которые развивались и шли в 2020 году, на 2021 год, они все сохранены, и все вот эти планки, которые, показатели, критерии, они только повышаются, поэтому задачи у нас очень большие стоят.
по выполнению национальных проектов. И я думаю, мы их также выполним, как и в этом году. 2021 год объявлен Айсеном Николаевым годом здоровья в Якутии. Что предстоит по этим направлениям? Год здоровья у нас, вы знаете, если мы смотрим то, что глава сказал, повысить здоровье нашего населения, жителей, от развития человека, как вот он пошел, родился, и как он уже в старости себя чувствует, насколько у нас дети удовлетворены в развитии, все ли хватает, питания, обеспечения. Это же все на здоровье складывается. То есть это огромный с собой тащит вереницу тех обязанностей, которые мы должны выполнить, чтобы счастливое детство было, потом учеба в институте или там в каких-то колледжах, тоже обеспеченность полностью была, работой, и уже когда ты становишься молодой семьей, то есть у тебя что самое главное? Работа, жилье, опять это же все на здоровье влияет. Если нету жилья, нету работы, ты ходишь, волнуешься, переживаешь, получаешь определенные стрессы, а это здоровье. Поэтому вот эта вся линейка возрастная, которая касается человека, и в старости тоже, когда уже ты уже пенсионер, у тебя проблемы, пенсия маленькая, дети у тебя не обеспечены, ты волнуешься, ну и, соответственно, все это на здоровье твоем сказывается. Вот эта вся линейка, она должна быть обеспечена. Андрей Владимирович, что бы вы хотели сказать жителям республики, обращаясь к ним, когда стартует отчет правительства за 2020 год, и вместе с тем намечается план на 2021 год? Ваши слова, пожалуйста, якутянам. Я хочу сказать, чтобы вот, вы знаете, мы только все вместе сможем сегодня решить те задачи, которые стоят перед республикой. Создать красивую республику с ее красотой природы, сохранить ту красоту природы, чтобы не повредить ее. И сделать в республике достойную жизнь нашим детям. Понимаете, это сегодня очень важная задача. Надо найти баланс между промышленностью, природой и той доходной частью, которая нам нужна для развития. Потому что мы сегодня в плюсе по росту численности, рождаемости. Люди прибавляются. Соответственно, нам нужно развиваться, нам нужно увеличивать свою доходную часть, нам нужно больше давать возможности быта, создавать для учебы рабочих мест. Но в то же время мы должны соблюдать вот этот баланс красоты Якутии, красоты природы. Если мы найдем эту всю позицию и сбалансируем ее, то республика будет прекрасным местом для наших детей. Уважаемые жители Якутии, хочу сказать, что традиционно все поступившие во время отчетов вопросы и предложения будут проанализированы. Ни один вопрос не останется без внимания и ответа. Так что призываю всех активно участвовать в отчете правительства и не оставаться в стороне. В этом году специально для отчета дорабатывается цифровая платформа, куда можно направить волнующий вопрос или поделиться интересными предложениями по улучшению нашей жизни. В конце месяца и по итогам всех мероприятий по отчету правительства встречусь с вами и с нашими телезрителями, и вместе с моими заместителями обсудим все поступившие вопросы, пожелания. Спасибо. Это был председатель правительства Республики Саха-Якутия Андрей Владимирович Тарасенко. Благодарю вас. Ну, а с вами, уважаемые зрители, мы увидимся уже завтра в 11 часов в эфире с первым заместителем председателя правительства Республики Алексеем Засимовичем
Колодезниковым и с министрами, которые ведут вопросы транспортного комплекса республики, промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. До встречи в эфире. Всего доброго.